На сегодняшний день мы можем сказать, что угроза настолько значительна, настолько велика, что мы все абсолютно, начиная с самых высоких эшелонов власти, заканчивая рядовым гражданином, должны понимать всю опасность данной реальной угрозы. И это, понимаете, сегодня в интересах абсолютно всех. Я бы сказала, не только жителей республики, нашей страны, но мира. Мы в совершенно новых реалиях сегодня оказались. Поэтому, прежде всего, хотелось бы, чтобы мы поняли одну вещь, что даже самая совершенная система здравоохранения не может выдержать той нагрузки, которая возможна, если эта угроза придет вот так, как это сегодня произошло в некоторых государствах, очень развитых, кстати, с очень развитой системой здравоохранения. Потому что любая система здравоохранения, даже совершенная, она не рассчитана на такую нагрузку. А вот чтобы эту нагрузку уменьшить, мы должны, граждане, понимая это, вести себя так, как мы должны вести в условиях абсолютно сегодня небывалых, невиданных масштабов. И кроме как самоизоляции, понимаете, человеческий ум придумать не может. То есть каждый должен понимать, что его безопасность его жизни, она зависит в очень большой степени от него самого. И мы бы очень не хотели все друг другу пожелать, чтобы мы оказались там даже в самой лучшей больнице, оснащенной самыми современными достижениями медицины, медицинской науки, потому что вы понимаете, что не все всегда зависит и от медицины. Хотя в республике я хочу сказать, что как член штаба регионального, который возглавляет с первого дня глава республики и который работает именно по данной теме, почти ежедневно мы проводим эти совещания, заседания, и выработаны целый ряд поручений главы республики и руководителя штаба, которым абсолютно четко расписан алгоритм действий. Сделано обращение главы республики, подписаны распоряжения, также ведомственно, все наши ведомства, которые, все без исключения, наверное, я не преувеличу, задействованы в этом процессе. Каждое ведомство получили конкретные предписания и задания и поручения. Очень много проведено на телевидении вашими коллегами передач, и это все без исключения направлено на то, чтобы сберечь каждого человека, каждого. И сегодня мы должны понять, что мы должны со всей своей ответственностью отнестись не только к своему собственному здоровью, к своей собственной жизни, но понимать, что мы должны бережно относиться друг к другу. И сегодня такой момент настал, когда эти все стереотипы, все наши утвердившиеся привычки, манера поведения, само поведение, вы, если хотите, и мировоззрение даже, оно должно поменяться адекватно ситуации. Я очень бы хотела, чтобы мы показали пример. Например, если с решениями штаба, рекомендациях, все это расписано. Допустим, не допускать большого скопления людей. А у нас это нашей жизни, нашего населения. Это, понимаете, да, о чем идет речь? Это норма жизни. Мы гостеприимные, мы очень хлебосольные люди, мы проводим очень массовые мероприятия, свадьбы, например, да. В мечети уже тоже определились, со свадьбами тоже вроде бы мы видим, что люди уже понимают. И спасибо этим людям, которые понимают это, что нельзя сейчас проводить это массовое скопление людей. Но еще у нас есть моменты, когда мы, знаете, так корректно хотелось бы выразиться, если, допустим, несчастье, похороны. Здесь тоже нужно относиться с пониманием. У нас уже есть же примеры, когда люди, которые потеряли близких, они это сделали очень корректно, не стали сообщать это дальним родственникам. Только самый узкий круг самых близких родственников,
которые не могут не быть там, они были, есть маленькое село Чемульга, там похоронили женщину пожилую и собрались просто самое минимальное количество людей, минимальное. И людям было обращено, значит, обращен призыв, чтобы пришли на похороны маски, не стесняться это, одевать маски, одевать перчатки. То есть мы защищаем не только свою жизнь, прежде всего мы защищаем жизнь тех, кто рядом с нами, потому что заражение, оно возможно. Мы можем носителем быть, не зная, сами об этом не подозревая. Вот, потому что это такая ситуация, когда человек может заразиться воздушно-капельным путем просто мгновенно. Понимаете? И я думаю, что у нас народ всегда был сознательный. В трудные минуты мы всегда сплачивались. Вот сегодня мы должны сплотиться вот вокруг вот этого вот идеи, сберечь каждого, беречь друг друга. Мы должны беспрецедентное вот отношение друг к другу продемонстрировать. И я думаю, что если вы прислушаетесь к тому, что говорит глава республики, если каждый из нас внимательно будет исполнять все предписания, которые написаны именно в интересах людей каждой жизни, то мы сможем устоять перед такой серьезной угрозой хотя бы с минимальными потерями.